Здравствуйте, меня зовут Марьяна Малардырова. Занимаюсь изготовлением украшений из бивня мамонта. На самом деле это не такое уж необычное дело. Я так заметила, что очень много девушек, кстати, занимается косторезным делом, оказывается. Вот я одна из них. Решила заняться я как-то так постепенно, года 2 назад, по-моему. Вот. Было просто интересно, я решила попробовать. До этого я занималась, то есть работала в музее очень долгое время, но всегда было желание что-нибудь попробовать. Особенно вот когда организовывались выставки различные, и там были скульптуры разных мастеров из бивня мамонта, того же Константина Мамонтова, и вот было очень интересно попробовать. В конце концов пришла к мнению, что все-таки надо попробовать, раз хочется, потому что мысль все равно не покидала. Сначала купила инструмент, и он у меня, по-моему, почти год лежал в коробке, я все никак не могла решиться начать. Но я делала еще специально коробки для различных изделий там по заказу. И меня познакомили с одним мастером, Александр Илларионов, его зовут, у него тоже своя фирма. И вот он один раз сказал, ну пора уже, наверное, начать, что ты так долго держишь его в коробке. И я как-то вот села и начала делать. И, конечно же, смотрела, как он работает. Он мне разрешил сидеть у него в мастерской. Вот, и получилось, что как некое образование вот именно у него получила. Вот в первый раз я вот попробовала что-то там вырезать. Конечно, мне не очень получилось. Ну, страшно было, потому что чисто по-женски, когда что-то там жужжит, гремит, ты уже изначально начинаешь опасаться, как бы это не выпало, не поранило. Вот. Ну, в целом, если как бы привыкнуть, то ничего страшного оказывается. У меня в основном украшения получается. Почему-то, не знаю, видимо, типичное женское отношение к этому. Бивень мамонта, конечно, более ценный сам по себе. И очень многим, я так поняла, людям нравится сама мысль, что этот бивень мамонта хранился тысячелетиями, десятками тысяч лет даже в земле. И вот каким-то чудесным образом он превращается в небольшую вещь, которую он носит при себе. Он кажется таким очень крепким материалом. Ну, немножко нужно, конечно, приложить усилий, чтобы там распилить, просверлить. И нужно вот знать нюансы, потому что он может дать трещину, то есть обязательно следить, если там сильно зажать при распилке, там пропиленная деталь тоже может треснуть. И я вначале бивень мамонта, на мой взгляд, по-моему, никто так не делал, я так смотрела, сочетала с бисером, с различными натуральными камнями. Ну, в принципе, так и продолжаю делать, потому что у каждой девушки есть свой любимый цвет. Вот. И бивень мамонта, кстати, очень хорошо, оказывается, сочетается с различными цветами натуральных камней. Бывает иногда вот как-то ловишься на мысли, что вот недавно же, пару дней назад, это была просто кость такая, ну, достаточно такая бесформенная, небольшая, и ты тут сидел, пыхтел, и в итоге что-то вот получилась какая-то вещица, и которая там кому-то действительно понравилась, и он готов ее купить и носить с удовольствием. То есть есть такое приятное ощущение. Вообще косторезное дело, это, оказывается, очень такое серьезное дело. Я, получается, только на верхушке этого айсберга топчусь пока что. Вот. И хотелось бы, конечно, более глубоко его так уже изучить, попробовать делать какие-то предметы более объемные, то есть небольшие скульптурки попробовать. Ну, просто интересно. Сейчас я могу сказать, в принципе, да, мне, оказывается, это нравится. Вот. И хотелось бы дальше что-то там в этом духе продолжать.